Казахстан расторг 115 контрактов с недропользователями. В госсобственность вернули месторождения золота, угля, железа и меди. Совещание по вопросу ревизии месторождений твердых полезных ископаемых и углеводородного сырья провел первый заместитель премьер-министра Казахстана Роман Скляр. Об этом сообщили в пресс-службе правительства. Правительство ведет работу по пересмотру контрактов и лицензий, выданных недропользователям. После проведенного в 2022 году анализа уполномоченные органы расторгли 115 контрактов и 198 лицензий по твердым полезным ископаемым, а также 12 контрактов по углеводородному сырью. В результате в Государственный фонд вернули месторождения золота, угля, железа, меди, бокситов, полиметаллов, которые в дальнейшем выставят на аукцион для передачи стратегическим инвесторам. По итогам аукционов, проведенных в прошлом году, в бюджет страны уплачен подписной бонус на сумму 26 миллиардов тенге и заявленные инвестиции в геологоразведку по углеводородному сырью более чем на 50 миллиардов тенге, сообщили в правительстве. Принять участие в аукционах на предоставление права недропользования могут все заинтересованные инвесторы. Информацию об их проведении размещают в республиканских печатных изданиях и на интернет-ресурсах госорганов. Уполномоченные органы также ведут работу по применению штрафных санкций к недропользователям, нарушившим финансовые обязательства. В 2022 году в доход государства взыскали неустойку в размере 331 миллиона тенге по твердым полезным ископаемым, а также погасили задолженность на 1,8 миллиардов тенге по 9 контрактам в сфере углеводородного сырья.